Мы начинаем первое занятие школы блогеров Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Вот школа блогеров открывается согласно планов работы комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ, массовых коммуникаций и имиджевой политики Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Вот планируется 6 занятий, по 2 занятия в месяц. Вот это первое занятие установочное. Следующее занятие мы планируем в четверг, 28 октября, в это же время. Так, слово предоставляется члену Общественной палаты Российской Федерации, заместителю председателя Общественной палаты Республики Саха-Якутия Лене Павловне Ефремовой. Так, пожалуйста, Елена Павловна. Добрый день. Я выступлю очень кратко в связи с тем, что буквально вот совсем недавно я приняла участие непосредственно в работе проектного семинара, где был представлен доклад Дарьи Богдановой. Это руководитель департамента по работе с регионами. Называется «Организация «Диалог», и они активно взаимодействуют с центрами регионального управления. Вот, и, соответственно, хотела бы поделиться той информацией, которая была до нас доведена. На сегодняшний день вообще актуальность ведения социальных сетей, она держится на ведущем внимании, в том числе общественности, так как мы понимаем, что наступил век цифровых технологий, и ведется мониторинг деятельности общественной. Фонит, да? Фонит, ну, говорите. Слышно? Просто у меня вылетает. В порту тут интернет у нас очень плохой. Мировое население на начало 2021 года насчитывало более 7 миллиардов человек. И за год общая численность населения увеличилась практически на 80 миллионов. При этом мобильные устройства используют 66% мирового населения. И интернет использует более 60% населения. В связи с чем освещение в целом, жизнедеятельность общества, она перешла на цифровые коммуникации. Поэтому очень важно, чтобы члены Общественной палаты нашей республики умели информировать население о проводимой работе, которую они осуществляют по своему направлению. Для этого необходимо, чтобы у каждого члена Общественной палаты была зарегистрирована социальная сеть, такие как Facebook, Instagram, это могут быть контакты, Telegram. Кроме того, это любые интернет-ресурсы, на которых члены Общественной палаты могли бы информировать о результатах своей деятельности. Многие, конечно, к такой форме деятельности не привыкли, и слово «блогер» воспринимается двояко. Но на самом деле блогер — это тот человек, который транслирует населению ту информацию, которую он хочет довести. И, соответственно, Общественная палата Российской Федерации, вот, хочу вас проинформировать, ведет рейтинг общественных палат регионов по тому, как активны члены Общественной палаты, как активна непосредственно сама Общественная палата в социальных сетях. Отслеживают они это именно по участию членов Общественной палаты, потому как они ведут свои личные страницы, блоги и так далее. И основными приоритетными направлениями, которые обозначило население при опросе, это обращение граждан, 51%, это привлечение внимания властей на федеральном уровне, это 50%, и привлечение внимания властей на региональном уровне, то есть 46%. Хочу в очередной раз отметить, что Общественная палата — это площадка, на которой организуется взаимодействие общественности с органами власти, НКО и бизнеса.
Поэтому наша задача, вот, когда мы проводим различные мероприятия, активно освещать у себя в социальных сетях. Кроме того, мы должны очень хорошо активизировать свою социальную страничку Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Кроме того, поделились таким положительным опытом ведения странички на канале TikTok региональные палаты, которые делают такие короткие сюжеты на, причем злободневные темы. Но они очень хорошо заходят населению, в том числе молодежи, потому что вы понимаете, что молодежь очень активно пользуется вот этой социальной сетью как TikTok. Кроме того, это ведение канала YouTube. У нас, например, на YouTube, насколько я знаю, нет своей личной страницы Общественной палаты Республики. У нас только Николай Андреевич ведет, по-моему, этот канал. Ну и отдельно, может быть, член Общественной палаты. Поэтому призываю, уважаемые коллеги, активно подключаться к этой работе и освещать работу. И кроме того, существуют требования по ведению этих социальных сетей. Вот о чем сегодня нам, наверное, очень подробно расскажут, потому что свои страницы, публикации тоже нужно уметь публиковать. Спасибо. Спасибо, Лена Павловна. Так, слово предоставляется заместителю руководителя нашей комиссии Анатолию Дмитриевичу Бравину. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за возможность выступить, вспомнить былое, так сказать. Я в течение 17 лет возглавлял информационный центр при главе республики, одной из задач которого была как раз-таки работа по, ну скажем так, не только по внедрению в деятельность органов государственной власти различных информационно-аналитических систем и формирования тех информационных ресурсов, на которых они должны были бы рассказывать о себе, о своей деятельности. Целый федеральный закон есть по этому поводу, и мы его пытались исполнить. Но и мы мониторили, если можно так сказать, процесс развития, внедрения новых информационных технологий в жизнь нашего общества на примере республики. Пытались сравнивать это с тем, что происходило в других странах, в других регионах, что происходило в мире в целом. И в частности, если в самом начале, в самом начале этого процесса, наверняка большинство помнит те времена, когда компьютер был скорее, ну скажем так, очень дорогой печатной машинкой, то с появлением некой инфраструктуры информационной, с появлением неких неких информационных систем, различных. Более того, с появлением информационной сети уже становится всемирной сети, значит, информационная среда формированная становится очень большим оружием, прямо так скажем, информационным оружием, информационным, скажем, каналом воздействия, прежде всего, друг на друга, различных институций, государства на общество, общество на государство и так далее. И становится понятным это настолько правительством и обществом, что 22 июля 2000 года подписывается известная такая Окинавская хартия, состоящая из 18 основных принципов информационного общества, где, собственно, впервые фиксируется следующее состояние. Информационно-коммуникационные технологии являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества 21 века. Собственно, именно с этих слов и начинается Окинавская хартия. И, собственно, о чем я говорю сейчас. На наших глазах тогда прошло формирование вот, значит, информационного общества с момента появления компьютерной техники, внедрения технологий в нашу жизнь, как я уже говорил, и до того момента, когда без использования информационной среды такой уже не представляется возможным вообще не только личная жизнь, не только частная жизнь, но и управление государством, но и государственные процессы, производственные, промышленные процессы. Мы переживаем удивительное время, когда
действительно информация становится неким движущим двигателем развития и общества, и государства. Когда очень многие экономические процессы, производственные процессы ушли в сеть, и когда впервые серьезно обозначена проблема, вы знаете, актуальная очень проблема, когда настолько сетевая жизнь затягивает и становится обязательной и уже регламентированной и производственными процессами, значит, и различными информационными событиями, явлениями, что всерьез встает угроза того, что реальная наша с вами жизнь – это жизнь сетевая. Сетевая жизнь. И это реально надо рассматривать не только как... Таким образом, я предлагаю рассматривать то, о чем мы говорим сегодня, и социальные сети, и благосферу, и увлечение этим не только как некий определенный показатель развития информационной среды, информационного общества, но еще и как некий разрыв, возникающий между, собственно, скажем, собственно, человеческим, гуманным, гуманитарным и тем техноскажем-кратическим, той технократической средой, которую вот эта самая информационная среда нам представляет сегодня. А характеристики следующие, наверное, на сегодняшний день, вот за все эти годы развития нашего. Значит, фактически на сегодняшний день, если посмотреть хотя бы даже данные наши за несколько лет, за последние, 17-го года, допустим, 17-й, 19-й привести примеры, и вот 21-й, годы, то фактически, значит, телевидение, оно начинает постепенно уходить. Якутия один из последних форпостов сохранения роли телевидения. По-прежнему на сегодняшний момент основным источником информации, который люди черпают об окружающей жизни, является на сегодняшний день телевидение. На втором месте на втором месте мы называем мессенджеры. Значит, речь идет о таком показателе, как если телевидение является самым главным, первым источником информации для 79% всех опрошенных в нашей республике в 2017 году, то в 2021 году таковых уже 58%. Если в 2017 году доверяли телевидению 73%, то в 2021 году их уже 54% доверяющих. Если говорить о мессенджерах различных, то, опять же, значит, если, скажем, в 2017 году, значит, они были популярны являлись единственным источником, не единственным, а главным источником получения информации о окружающей жизни для 47%, то в 2021 году их количество сохраняется, 46%. 47-46%. Но количество доверяющих, если я вам такие громадные цифры называл по телевидению, там соотношение между количеством, скажем, для кого телевидение является главным источником информации, и доверяющих ему одинаковая практически, там разница 3-4%, то для мессенджеров разница в 5 раз показатель доверия ниже, нежели чем, скажем, показатель их популярности. Вот. По социальным сетям, значит, приблизительно в 2 раза разница такая. Социальные сети находятся на 3-м, на 4-м местах по степени, скажем так, занимают рейтинговую позицию в части первой информации, которую люди получают, с показателем 29% в 2017 году и с показателем 37% уже в нашем, в 2021 году. Таким образом, здесь можно говорить о том, что процессы эти, значит, которые претерпевает информационная среда нашей планеты и нашей республики, в частности, они одинаковые. В некоторых позициях мы даже с вами идем немножко впереди, но об этом, наверное, когда-нибудь в следующий раз мы поговорим на одном из следующих, потому что я исчерпал свое время. Моей задачей было рассказать в целом о тех тенденциях, о тех явлениях, которые происходят в информационной среде, очень незаметно для нас, да, но они происходят, и мы должны с этим считаться. Спасибо большое. Спасибо. Слово предоставляется руководителю САХА Википедии Николаю Николаевичу Павлову Халан. Так, дорогие друзья,
Добрый вечер. Огромное спасибо, что предоставили время для выступления в столь представительном собрании. Как теперь видно? Теперь видно. Ага. Угу. Ну что ж, давайте начнем. В общем, как уже предыдущие докладчики сказали, в нашей республике очень, достаточно, скажем так, высоко проникновение разных технических таких новинок, таких как и мессенджеры, и как социальные сети. И, соответственно, понятно, что они сейчас являются очень важным каналом коммуникации любых людей, которые хотят, чтобы их мысли, их какие-то воззрения стали достоянием общественности. В принципе, сразу, наверное, перейду к Википедии, потому что это то, что я хорошо знаю, и то, о чем я могу говорить без запинок, что называется. Да? Обычно есть такое расхожее мнение, что языки без Википедии вымрут. Естественно, это не говорит о том, что если на каком-то языке мы просто переведем английскую Википедию, этот язык выживет. Да? Это говорит о том, что просто Википедию создают люди, и поэтому, если есть Википедия, значит, есть у этого языка потенциал, есть у этого языка активные носители, которые хотят, чтобы язык жил, и делают для этого какие-то практические шаги, не жалея своего времени, средств, каких-то других ресурсов. Как член Совета по языковой политике обязан сказать, что наши языки наших народов коренных, которые живут в республике, сейчас находятся в довольно-таки сложном положении, но это не мешает им сейчас развиваться и смотреть, скажем так, с оптимизмом в будущее. Да? Ну и для того, чтобы остаться в строю, наши языки должны ответить на какие-то вызовы. На те вызовы, которые делает перед нами время, глобализация, разные процессы. Хочется сказать, что обычно человек думает, что язык — это простой способ общения, инструмент общения, либо инструмент познания, обучения. То есть получается, если мы так подходим к языку, таким утилитарным образом, то множество языков в мире как бы и не нужно, и даже они мешают понимать друг друга и мешают познавать окружающий мир. Но сейчас большинство людей, весь цивилизованный мир, так скажем, приходит к пониманию того, что язык не является просто средством общения. Он является такой знаковой системой, которая делает человека человеком, делает такое, что каждый человек, давайте следующий, чтобы каждый человек, который владеет языком каким-то, он подходит к миру, к пониманию мира с каких-то других позиций, чуть-чуть под другим углом видит какую-то проблему, мир. И поэтому то, что как носитель одного языка может понимать по одному
и пытаться решать его по одним способом, другой носитель другого языка может эту же проблему видеть несколько под другим углом и решать его другим способом. Таким образом, человечество способно со своим множеством языков способно более эффективно решать стоящие перед ним проблемы. Поэтому мы не только пытаемся сохранить разнообразие языков, потому что они есть, потому что это культура, но и потому что это необходимо всему человечеству. Ну, теперь подробнее, какие же это вызовы, которые стоят перед языками, большинством языков мира. Для того, чтобы язык жил, чтобы он функционировал, естественно, должны быть носители. Для того, чтобы были носители, молодежь должна захотеть изучать язык. Чтобы захотеть изучать язык, она должна понимать, что этот язык престижен. Это первое. Второе. Необходимо, чтобы на языке можно было делать что-то полезное. Например, использовать его для обогащения, чему бы и нет. Для удовольствия, например, эстетического, да, поэзия, художественная литература. Или для изучения чего-то нового, для которого невозможно использовать другие языки. Или, например, с утилитарной целью, например, чтобы его услышали в каких-то властных коридорах, например. Да? Ну и третье, необходимым условием для того, чтобы язык передавался из поколения в поколение, должно быть множество ресурсов. Если раньше их необходимость как бы особо не была такой реальной, скажем так, очевидной, то есть родитель мог просто передавать своему ребенку свой язык, и на этом все, как бы вся потребность исчерпывалась. Сегодня ребенок получает информацию не от родителя в большинстве своем, а от окружающей среды, от воспитателей, от учителей, от друзей. И, соответственно, в этом окружении его должно быть разнообразное количество ресурсов для всех возрастов, начиная от нуля и заканчивая людьми преклонного возраста. Причем информация должна быть разнообразной, не однобокой, чтобы каждый черпал в нем что-то свое, что-то полезное. Ну а чтобы были ресурсы, ну что мы понимаем под ресурсами? Это книги, газеты, сайты, софт, локализованный на язык, то есть переведенный, чтобы были какие-то говорящие системы, понимающие язык, компьютеры, да? Необходимо, чтобы было много носителей этого языка, во-первых, ну и чтобы эти носители производили контент как можно больше. Вот если этот контент будет много, этого контента будет много, то производители софта, производители компьютерных систем обращают внимание на этот язык и, соответственно, переводят свои продукты на этот язык. Как сказал однажды мой друг из Мариэл, если интересы крупных языков обеспечивают корпорации по умолчанию, потому что это им выгодно, то интересы миноритарных языков, наших языков, обычно отстаиваем мы сами. Вот это нам необходимо понимать и переводить это в плоскость того, чтобы, грубо говоря, Google сам захотел какие-то деньги в это дело вкладывать.
Ну, теперь кратко, что такое Википедия. Обычно люди путают Википедию с разными информационными изданиями, носителями. Думают, что это словарь, думают, что это раз там публикуются статьи, это значит можно газетные статьи публиковать, переписывать, перекопировать. Но это не так. Википедия — это энциклопедия. Ну, вы все, наверное, в принципе, знаете, что такое энциклопедия. Это информация, структурированная определенным образом. Кратко, без всякой воды. И самое главное, энциклопедия является вторичным источником информации. То есть мы из головы не можем Википедию сами написать что-то, придумать. Мы должны обязательно, когда пишем в Википедию статью, опираться на источники. То есть это научные статьи, научные монографии, это какие-то книги, это авторитетные журналы и газеты, это сайты авторитетные. В общем, мы должны обязательно ссылаться на какие-то источники. В Википедии мы пишем о явлениях, о событиях, например, исторических, о людях. В общем, обо всем, что интересно человеку. Кроме Википедии существует множество похожих на Википедию проектов, но с другой целью, которые, ну, например, вот вы видите на экранах своих первым Викитека. Викитека — это собрание произведений. Если Википедия — это энциклопедия, то там мы пишем статьи, то в Викитеку мы ничего не пишем. Викитека — это место, где мы собираем стихи, рассказы, романы, олонхо и прочие вещи. В том числе мы там можем публиковать научные статьи на языке, а также публицистику, газетные статьи. Ну, таких проектов больше 10. И все они тоже самое многоязычны. Ну, не столь многоязычны, как Википедия, которая издается на более чем 300 языках. Викитека, если я не ошибаюсь, существует на 70 языках. Викигид на 30 языках. Викиновости есть, например, на русском языке. Это вот все вики-проекты, они объединены одним общим принципом. Там работают добровольцы. То есть никакой оплаты они не получают за свою работу. Ну и вторым принципом является это работа сообща. То есть на основе консенсуса на некоторых проектах, как Википедия, как я уже упоминал, обязательно опираться на авторитетные источники. Ну и подхожу к своему завершению своего выступления. Решил это сделать в виде призывов вам, как активным людям. Возможно, это будет интересно, зайдет, ну не знаю, посмотрим. Ну, в общем, первое — это хотел бы попросить вас популяризировать использование языка в общении, ну, естественно, виртуальном, раз у нас тема такая, ну и самим те, которые владеют языком, пожалуйста, часть своих выступлений, часть своих блогерских текстов делайте и на тех языках, которыми владеете. Тем самым вы поддержите людей. Второе. Ну, по возможности требуйте у производителей, чтобы они переводили свои программы на
язык саха, например, или сайты делали на 2, 3, 4 языках. Третье. Но мы имеем сейчас уникальную сахаязычную журналистику, которой нигде нет в мире. Кроме как в Якутии, понятно, что нет журналистов, пишущих на языке саха. Да? Вот поддерживайте их всемирно. Есть очень большая вероятность, что их труд в скором времени может быть не востребован. А что это значит? Это значит, что язык лишится одной из мощнейших опор. Ведь средства массовой информации — это источник грамотного языка. Это журналисты, это те люди, которые специально обучаются писать на языке, говорить на нем. Поэтому, если мы лишимся якутской журналистики, то для языка это будет невосполнимая потеря. Ну и на сайтах тоже старайтесь посещать сахаязычные сайты, ну и не скупитесь на комментарии. Хотя бы просто лайки. Ну, насчет участия в Саха-Википедии не знаю. Мы сейчас с правительством Республики Саха пытаемся делать русскоязычные, в русской Википедии писать о Якутии, чтобы весь мир узнавал о Якутии. Вот можете в том числе и в эту работу включиться. И самое главное, чтобы я какую хотел мысль донести до всех вас, особенно для не сахаязычных людей, для тех, кто для наших соседей. Он говорит про коронавирус, по тому, что студентов поддерживают. Отключить микрофон. Что в общаге надо там работать, или здесь с ними, в общем, где как. Установочное совещание. Оно будет запись, он сказал, надо будет посмотреть, чтобы мы знали, о чем там. Ну, видимо, не слышу. Рассказывать. Я бы хотел донести до вас мысль, что Ну, наверное, он сказал, я думаю. язык, Поэтому мы якутский завтра язык это будем не делать до материальную сих пор Кто модератор остался дискуссии? Отключите делом микрофоны только лишние. Станислав, сахаякутов, вас да? слышно. Станислав, вас Ой, пардон. подключиться. Спасибо. До сих пор являлся только языком, только уделом, предметом чаяний и заботы только нас самих. И, может быть, поэтому мы никак не можем обеспечить в городе Якутске людей, детей садиками, школами, не знаю, какими-то возможностями, чтобы изучали язык и культуру. И вот есть такая мысль, может быть, нам стоит больше внимания обращать на наших несахаязычных соседей, чтобы они понимали, что то, что мы пытаемся открыть эти садики и школы, не является каким-то, не знаю, стремлением к отделению, там, не знаю, к чему-то такому, какой не является каким-то политическим шагом, да? Просто донести бы до них мысль, что человек, который знает свою родную культуру, свой родной язык, он гораздо спокойнее, он гораздо доброжелательнее, он гораздо счастливее, в конце концов. И, соответственно, иметь счастливого соседа гораздо выгоднее, чем человека, который обозлен на весь свет, потому что ему чего-то не дают. Вот поэтому прошу вас
члены общественной палаты, слушатели школы. Делайте сами русскоязычные материалы, разъясняющие это, ну, как бы, полезность поддержки языка саха, языка малочисленных народов нашей республики. Ну и ищите людей из числа несахоязычных и просите их активно высказывать свое мнение на эту тему, чтобы, ну, как-то вынести это в другую плоскость, культурную, так скажем. Вот. Ну, на этом я заканчиваю свое выступление. Если есть вопросы, я постараюсь ответить. Если нет, или они возникнут позже, можете мне написать на этот номер, WhatsApp есть, ну или на электронную почту. Махтаб. Спасибо. Ага, так. Николай Николаевич, большое спасибо. У меня вот я Андрей Иванович Егоровна, член Общественной палаты Республики Саха-Якутия, председатель комиссии по социальной политике, защиты семьи и детства, и демографии. У меня вот, я прекрасно понимаю вот то, что вы сейчас говорили, Николай Николаевич, 3 года проработав в детском издательстве «Кескиль», да, вот пропагандирую именно воспитание поколения сахалых Экрана. Да, и да, у меня нету, я кушать готовлю, не буду же я с вами у плиты стоять. Вот, и, значит, Николай Николаевич, хорошую очень проблему вы осветили, да, и давайте вот этот вопрос, какая у нас будет, Николай Барамигин, какая у нас площадка, комиссия отвечает за это, давайте эту проблему тоже, которую это наша комиссия, Анжелика Егоровна, обязательно давайте мы продолжим эту работу, вот нашу школу блогеров, и начнем тогда вот на эту тему работать. У нас еще 5 спикеров. Так, я тоже подготовил короткое выступление. Ага. Вот, или давайте заслушаем всех, потом я последним выступлю. Так, слово предоставляется практикам, вот нашим метрам журналистики, которые активно работают в онлайн-сфере. Вот, слово предоставляется Айталине Никифоровой. Пожалуйста. Здравствуйте, коллеги, общественники. Это Лена Никифорова, редактор «Тайга Пост». Когда мы договаривались об эфире, Николай Барамигин попросил мне вначале объяснить разницу между печатными и электронными СМИ. В чем между ними разница? Ну, понятно, что, допустим, редакция печатного издания, она готовит свои материалы на протяжении недели. Вот, и поэтому, ну, по крайней мере, мне хотелось бы так видеть, чтобы газеты, они делали упор на какую-то аналитику. К концу недели, ну, по прошествии времени, им видна более такая объемная картинка, есть возможность собрать много-много комментариев, разъяснить, проанализировать какую-то тему. А электронные СМИ, они заточены прежде всего на оперативность. В этом они, конечно, проигрывают, да, в каких-то вот аналитических моментах. Могут иногда в погоне за тем, чтобы успеть опубликовать первый какой-то жареный факт, могут опубликовать непроверенную информацию, там, сделать ссылку на телеграм-каналы, которые у нас в большинстве своем анонимные. Но вообще, допустим, вот нас, когда даже там обучают, да, электронных, ну вот редакторов электронных СМИ, интернет-изданий, говорят, что лучше не давать в одном материале сразу всю картину, а наоборот там разбивать, тем больше будет у читателей желание там кликнуть, нажать еще раз на новость, продолжение, ну, чтобы это все выглядело там как сериал. А в газетах же, если, допустим, публикуешь какую-то информацию, то, ну, считается хорошим тоном, вообще нормой журналистской этики, чтобы предоставить информацию разным мнениям, ну, людям с разным мнением, из разных лагерей, скажем так, и так далее. Поэтому не стоит обижаться на то, что электронные СМИ
допустим, взяли, урвали какую-то вашу фразу, а к вам лично не обратились. Ну, я думаю, что дело чести каждого, что потом они к вам там обратятся за разъяснением более подробно. Ну и, наверное, хотела бы дать какие-то практические советы вообще. Не стоит вам забывать, да, что если вы дадите хороший инфоповод, пищу для размышления, возможно, какой-то инсайт, или же приведете какие-то цифры, документы, то автоматически вы станете желанным гостем в Зависла, Айталина? любом СМИ, в интернет-издании или же там в печатном. Чтобы выйти и вести, все-таки нужно соблюдать какие-то Ага. Зависла? Так? Нет. Есть, да? Сейчас слышно? Есть, ага. Ага. Ну вот, перешли мы к каким-то практическим советам, да? Вот. Ну, говорила, чтобы делать какие-то хорошие инфоповоды и стать желанным гостем СМИ, нужно все-таки знать, как подавать информацию. Но прежде всего, с чего начать, наверное, каждый начинающий блогер, поскольку у нас школа блогеров, спрашивает себя об этом. Я думаю, что прежде чем вы сядете за ноутбук или компьютер, вы должны набрать вот первые 4 строчки, которые умещаются в вашем телефоне, и понять и подумать, а захватывают ли они читателя, захватят ли они, будут ли они интересны. Поэтому очень важно, чтобы в первых 2-3 предложениях создавалась какая-то интрига. Потому что все равно, что греха таить, мы все понимаем, что мы живем в эпоху клипового мышления, и много букв у нас читатели не любят, вообще читатель в целом обленился. Вот когда уже начнут ловить каждое ваше слово, когда вы станете таким вот маститым блогером и будут ждать выхода ваших постов, ну, тогда вот уже можно, наверное, переходить на какие-то большие формы. Ну, и, наверное, коли говорим про форму, наверное, нужно задуматься вообще о форме подачи, в том числе и об образе. Какой аудитории вы адресуете свою информацию, у кого вы ищете поддержку. Вот. Ну и желательно, конечно, если вы будете использовать какие-то цифры, документы, они вызывают больше доверия к вашей информации. Очень хорошо, когда вы ссылаетесь, вот как начинающие блогеры, да, ссылаетесь на конкретных людей. Допустим, у вас в общественной палате наверняка есть много просителей, много людей приходят за советами или же с какими-то предложениями. Ну вот нужно вот этих людей, простых людей как бы высвечивать, и тогда и они будут вам благодарны, и будет понятно, что вы работаете с населением. Этот человек покажет своим родственникам в знак благодарности, там, и чтобы себя показать, что вот про меня там пишут. Да? Ну, вот, и потихоньку к вам прибавятся подписчики, и ваша популярность будет расти. Ну, а вообще, как бы, вот как журналист я могу сказать то, что вот наши ньюсмейкеры в этом информпространстве, в соцсетях, они бывают либо трансляторами, да, либо люди с собственным мнением. Я имею в виду люди, ломы, так скажем, да, лидеры общественного мнения. Но, к сожалению, очень часто можно встретить лишь трансляторов, которые могут перепостить, допустим, какую-то статью из ЕСЯ или там какую-то статью там о себе любимом, а собственного мнения, увы, не услышать. Опять зависла, да? Слышно меня? 1936. Августа Дмитриевна, у вас микрофон. Сейчас выключу. Айталина, пожалуйста. Ага. Ну вот, говорила про трансляторов и людей с собственным мнением. И вот мне кажется, что вот сейчас вообще острый дефицит с людьми, которые выражают именно собственное мнение. И вот сейчас вот наблюдаешь такие вот процессы, да, что как-то, поскольку вот, как сказать,
вот та политика, которая проводится у нас в республике или в государстве, да, она как-то вот доходит до людей в слишком формализованном таком вот виде. И очень мало людей, которые, допустим, выражают свое мнение и объясняют, и высказывают не только свое отношение, но и объясняют, чем такие-то, такие-то решения вызваны, к чему они могут принести, какую конкретную пользу для человека представляют. И мне, ну, иногда создается такое впечатление, что нас сейчас просто вообще боятся. Потому что, ну, например, заходишь в крупные интернет-издания, ну, тут же там на ИКТ.ру, да, и видно, как люди умело, ну, видимо, это редакторская политика, умело оперируют комментариями. И люди боятся то, что вызвать на себя какую-то гнев, ну, вызвать какой-то гнев, какую-то критику, если их мнение не будет совпадать с мнением большинства. Но, к сожалению, у нас вот мнение большинства это вот часто скатывается в какие-то двойные стандарты и вообще упрощение процессов. Вот мне, например, в последнее время очень нравится читать Климента Иванова. С другой стороны, как бы у человека уже нечего терять, это известный, видный деятель, аксакал, так сказать, да. Но вы же тоже общественники, вам выразили доверие, представляете интересы якутян в общественной палате. И я думаю, что на каждое событие у вас есть свое собственное мнение. А вообще, ну, у нас же в республике есть такая забава у якутян, у нас каждую неделю есть какая-то тема номер один, которую все подхватывают, обсуждают, обсасывают. Ну, и я вижу, что, например, все это уходит, ну, в такие какие-то узкие моменты, а глубины понимания вообще, ну, как бы вот нет. И возникает вот сейчас все равно какими-то процессами нужно стараться же управлять, да, и, допустим, вот сейчас идет там обсуждение вокруг суда уголовного дела Виктора Лебедева. Ну, мне, например, там смешно, вот когда там пошел флешмоб, там, Витя Кытат, и когда его там как ребенка уговаривают явиться в суд. Здесь вот, наверное, тоже нужно высказать свое мнение, но при этом есть двойные стандарты. Например, там мэр Александр Иванов, он герой, когда избил своего сотрудника, и неоднократно СМИ писали, и мы про это в том числе, потому что он голосовал, например, там против Конституции. То же самое поведение один в один. Правда, Иванов свою вину переложил на своего подчиненного, да, скажем так. Вот, двойные стандарты. И если уж там поддерживать Лебедева, да, то, наверное, ну, нужно находить какие-то другие формы. А поскольку вы как люди опытные и люди, представляющие определенное свое общество, наверное, у вас есть и поддержка, и люди, до кого можно донести, ну, в нужном и в лучшем формате, если вы хотите защитить нашего чемпиона. А все у нас как-то вот пока идет самодеятельность, потому что наши ломы, они отсиживаются в окопах, боятся вызвать на себя критику и, в общем, лучше отсидеться. Вот так, тут такое впечатление у меня возникло. Ну, взять тот же Илтоме, например, Павел Ксенофонтов, он же не боится, но, тем не менее, все знают, за 1 год он стал известным, узнаваемым лицом парламента. Многих парламентариев, наших народных депутатов, избранников, даже мы, журналисты, не знаем ни в лицо, ни как они говорят, ни какие интересы они там защищают, чем вообще занимаются. Виктор Федоров активно ведет свой блог. Ну вот среди общественников я, наверное, только вот Николая Барамыгина хорошо знаю и слежу за его страницами на разных площадках. И это не всегда там какая-то галимая политика. Мы Николая Барамыгина уже знаем и как человека, благодаря его постам. В этом плане он вызывает у нас больше доверия, потому что, ну, что-то вот затрагивает, о чем-то заставляет задуматься. И, ну и видно, что человек работает. А когда человек не работает, то ему и писать-то не о чем. Ну вот у меня все. Большое спасибо. Большое спасибо.
Ага, слово передается Виталию Обедину. Нет, можно вопрос Айталине, да? Да, пожалуйста. Буквально. 2 вопроса, Айталина. Это Андрей Анжелика Егоровна, председатель комиссии по социальной политике. У меня такой вопрос. Вот некоторые же интернет-издания там, ну, пишут, да, допустим, кого-то там критикуют или свое мнение. А почему журналисты внизу не подписываются? Они, в смысле, боятся или, ну, не пишут хотя бы там свои там фамилия, имя или в свой псевдоним? Что-то и в WhatsApp тоже иногда такое гуляет, да, ну, как бы анонимность. Это из-за того, что мы все друг друга знаем, и они боятся, что их узнают? Или они все-таки боятся? Это первый вопрос. А второй вопрос. Вот у нас очень такой актуальный круглый стол был по домашнему насилию. Если бы мы информацию отправили, вы бы это опубликовали, да, у себя на сайте? Все, 2 вопроса. Почему нет? Конечно, да. На первый вопрос отвечу так. Ну, потому что у каждой редакции своя политика, да, информационная. Что касается нашего сайта, могу ответить за наш сайт, да, то знает, что в редакции всего 2 человека. Я, это Лина Никифорова, и мой супруг Сергей Сумченко. И поэтому мы несем ответственность. Ну, все знают, что Тайга-Пост — это мы. Поэтому я не могу каждый день подписываться своим именем там, или именем Сергея. Ну, как-то это будет смешно. Вот. Поэтому Тайга-Пост знает, кто это. Ну, допустим, вот на ЕКТ.ру, на Ньюс ЕКТ, там, да, не подписываются, ну, потому что, видимо, просто идет такой вот информационный поток, и, ну, собственно, как бы там перепечатка релизов и так далее, а авторские материалы, насколько я знаю, ребята подписывают, журналисты. Вот, все, наверное, зависит от того контента, ну, от вклада авторского труда в сам материал. Подписывать его или не подписывать. Мы-то пишем всегда свои материалы, и поэтому у нас авторская журналистика. Поэтому если мы кого-то обидим или же там кого-то наоборот там похвалим, кого-то защитим, они всегда знают, к кому обращаться, и они знают, что мы это мы. Ну, а по поводу насилия, да, тема актуальная. Вот. Но мы стараемся не публиковать релизы, а все-таки делать свои какие-то авторские материалы, ну или же работать с теми, работать с тем материалом, который нам предоставляют. Я помню, был в Алтумане очень хороший круглый стол, и, да, в принципе, тема есть, она жива. Поэтому хорошо. Мой контакт есть. Спасибо. Спасибо. Спасибо за ответ. Виталий, пожалуйста. Коллеги, добрый день. Я тут думал, что я буду вначале выступать, поэтому уже успел за это время сменить локацию. Извините, пожалуйста, за неформальное. Я признаюсь честно, я не сразу понял, в чем суть мероприятия. Я думал, что это будет какой-то открывается проект для молодежи, поэтому мне еще пришлось на ходу менять тезисы выступления. Поэтому я его сократил. У меня будет для вас 10 простых тезисов, которые, надеюсь, окажутся полезными. Первое, ну, в будущем, когда будем проводить подобные мероприятия, давайте экономить время друг друга и избегать вот вещей, рассуждений, ну, об очевидном и естественном, то есть о роли соцсетей на сегодняшнее общество разговаривать и рассказывать друг другу, тем более читать доклады совершенно точно не надо. Сегодня, в общем-то, это главная коммуникативная связь, которая существует в мире. Мы сегодня все постоянно общаемся в соцсетях. Более того, соцсети используются как агрегаторы проблем. Там по ним работают целые специальные сети. Например, вот ЦУРы же есть, Центр управления регионами. Наш Якутский еще так не развился, но в других регионах они прямо завязаны на сбор жалоб по социальных сетях. Мы сегодня друг другу рассказать о значимости социальных сетей не имеет значения. Это факт, это данность, с этим надо жить, с этим надо работать. Первый тезис, да. Второй тезис. Слово блогер. Постоянно используем. Вот сегодня у нас прошло школу блогера. Но не надо это слово сакрализировать. Блогером, по сути, является каждый из нас. Каждый, у кого есть аккаунт в социальной сети, каждый, кто зарегистрирован, кто имеет хоть несколько подписчиков и общается с ними, это по умолчанию блогер. Поэтому сегодня скорее надо говорить о том, что есть люди, которые профессионально этим занимаются, да? Есть люди, которые живут на рекламу, на доходы, которые
профессионально сделали свое присутствие в социальных сетях источником заработка. Вот они сегодня блогеры в полном смысле этого понимания. Все мы остальные пользователи сетей. Поэтому школа блогинга как таковая, в общем-то, она должна выстраиваться всем по другим лекалам. Это учить надо не тому, как вести соцсети, а учить надо тому, как зарабатывать в соцсетях. Вот что в моем представлении является школой блогинга. Третий тезис. Формат. Форматы вообще имеют значение. И главное отличие соцсетей от средств массовой информации. Выключите микрофон. Соцсети подразумевают личное вовлечение рассказчика в те истории и события, о которых он рассказывает. Понимаете? То есть простая трансляция, простая перепечатка там каких-то новостей, перепечатка каких-то пресс-релизов в социальных сетях не работает, никогда не будет иметь успеха и не способна привлечь внимание. Верно и обратное. У нас сейчас, например, органы власти увлеклись такой вещью, как стримы. Да? То есть они ведут прямые эфиры в социальных сетях, они выходят там и считают, что на этом их функция общения с населением и доведения информации до населения исчерпывается. Это огромная ошибка, потому что прямые эфиры государственных чиновников, муниципальных руководителей имеют крайне низкое вовлечение аудитории. Вот выступает, например, в прямом эфире глава республики, да, у него до этого поработало на него все государственные средства массовой информации, активно распиарили, через все официальные аккаунты был объявлен его прямой эфир. Потом на этом прямом эфире присутствует единовременно 300-400 человек. Вовлеченность аудитории небольшая. И самое главное, люди-то задают вопросы, которые интересуют только их, личные вопросы. И, соответственно, ответы получают тоже самые личные. Когда идут брифинги и пресс-конференции с журналистами, журналисты, погруженные в тему, журналисты, которые работают с аудиторией, там совсем другой уровень вопросов и вытаскиваются совсем другие темы, которые захватывают более широкий спектр общественных интересов. Поэтому вот практика того, что вот мы заведем соцсети и можем экономить на, там, я не знаю, на пресс-службе, на брифингах, на пресс-конференциях, это неправильно и ошибочно. В общем, так, вот, четвертый тезис у меня с этим был соединен. Это я хотел про стримы рассказать, да, уже рассказал. Пятое. Значит, чем живы соцсети? Соцсети — это storytelling. Это лучший, можно, конечно, по-разному вести социальные сети, но лучший вариант — это storytelling, то есть это формат рассказов историй. Когда ты не просто банально тускло, скучно описываешь какое-то событие, а ты описываешь свое участие в нем, как ты к нему пришел, что тебя побудило, в какой роли ты выступал. То есть сторителлинг. Людям всегда интересны истории. Не просто банальный скучный рассказ, а истории. Поэтому, если ты оборачиваешь свой рассказ о каком-то событии, в том числе о событии, например, о сегодняшнем заседании данной школы, то интересно рассказать о личном опыте, личных ощущениях, о том, что ты вынес, что тебя зацепило или, наоборот, что тебя возмутило. Моя история могла кого-то возмутить или зацепить, можно об этом рассказать. Storytelling — это лучший вариант для прокачки социальных сетей. Пятый момент. В соцсетях не имеет принципиального смысла гнаться за популярностью. То есть есть понятие кликбейта, есть понятие хайп. Можно накрутить, можно вообще покупать ботов и набрать аудиторию. Это не значит, что тебя будут слушать и что ты действительно владеешь умами населения. Потому что если бы на самом деле все определяло популярность и число подписчиков, то нашей страной управляли бы два человека. Это Ольга Бузова и Хабиб Нурмагомедов. Это два самых популярных человека в Инстаграм. Но согласитесь, все-таки тренды в обществе задают не они. Поэтому просто гнаться за популярностью не совсем правильно. Далее. Что еще могу сказать? Смотрите, чем отличается журналист от блогера? Да? Блогер — это человек, который, как я уже в самом начале пытался сказать, на мой взгляд, профессиональный блогер — это тот, кто живет за счет соцсетей, кто умеет в ней зарабатывать и получать деньги. У журналиста есть одно простое преимущество: он формально знает, как работают все механизмы, и у него есть определенные профессиональные навыки для того, чтобы стать крутым блогером. То есть он умеет писать, он знает, как подавать информацию, он знаком с разными стилями, с манерой подачи, у него большая записная книжка знакомств, у него есть выход на прямые контакты, он может брать прямые комментарии и так далее и тому подобное. Но если вы посмотрите и проанализируете соцсети, вы обнаружите, что журналистов, которые бы собрали большую аудиторию среди звезд Инстаграма, среди звезд Фейсбука, нет.
ну, там, есть редкие исключения, вроде Юрия Дудя, да, который был профессиональным спортивным журналистом, профессиональным обозревателем, но в итоге превратился в великолепного интервьюера в своем видеоблоге, хотя на него там работает уже профессиональная команда. То есть, скорее, верно обратное. Журналисты, как люди слишком специализированные, не вытягивают гонку с блогерами, которые это делают от души, по призванию, хотя бы просто потому, что не так вовлечены в процесс. Поэтому, в общем-то, профессиональные навыки журналиста здесь тоже не являются определяющим. Смотрите, теперь касательно вот сегодняшнего мероприятия, я так понял, что сегодня мы говорим о том, как научить представителей общественной палаты присутствовать в соцсетях. Вообще нет необходимости в том, чтобы все представители общественной палаты находились в соцсетях, будет достаточно на самом деле 2-3 амбассадоров, которые могут это делать, которые могут держать аудиторию, которые могут интересно рассказывать о том, что происходит. Сегодня такой амбассадор, к сожалению, общественной палаты один. Ну, может быть, я не знаю просто других, но Николай Барамегин худо-бедно с этим справляется. Хотя, конечно, его страсть к лонгридам и к массированным постам, в котором прям куча ссылок, куча источников, в современном мире немножко не заходит. Мне кажется, нужно более авторскую подачу вырабатывать и больше себя вкладывать, больше, чтобы было больше Николая Барамегина и меньше компиляций из всех источников. Да? Но самая большая проблема заключается не в отсутствии пресловутых амбассадоров общественной палаты, она заключается в том, что вы, пожалуйста, на меня не обижайтесь, не сочтите это за агрессивную критику, но она заключается в том, что сама общественная палата не воспринимается как структура влияния и как площадка для диалога с властью. Вот изначально, когда она задумывалась, общественная палата, должна была быть площадка для общения власти и общества. В итоге, к сожалению, получилось не совсем то, на что рассчитывали. Общественная палата варится в своем соку, а ее деятельности, к сожалению, очень низкая осведомленность. И на какие вы процессы влияете, какие вы решения принимаете, прислушивается ли власть к этим решениям, отслеживаются ли как-то исполнение этих решений, никто не знает. Может быть, потому что у вас не хватает людей для того, чтобы это рассказывать. Или может быть, потому что вас не слушают, а ваши решения не отслеживаются. Я не знаю. Представьте, а я профессиональный журналист. И я в свое время прям очень ратовал за общественную палату, прям болел за нее, даже думал в нее попасть. Так, что там? 9. Тренды. Смотрите. В социальных сетях очень легко проиграть гонку за трендом. Вообще все очень просто. Все очень быстро меняется, все очень быстро устаревает и, наоборот, прогрессирует. Да? Совсем недавно у нас в стране запрещали Telegram. Сегодня Роскомнадзор, структура, которая запрещала Telegram, заводит в этом самом Телеграме свой официальный аккаунт. Сейчас, то есть недавно оказалось, что TikTok – это сеть для дуркующей молодежи. Сегодня туда идут политики, пытаясь привлечь внимание молодой аудитории, потому что молодежь неожиданно проснулся интерес к выборам, и она ходит на избирательные участки. Недавно все сходили с ума по Клабхаусу, но он выстрелил раз и мгновенно сдулся. То есть гнаться за трендами совсем не обязательно, но следить за ними надо. Если у вас есть аккаунт в какой-то социальной сети, не торопитесь немедленно переезжать с него в новый. Изучайте, смотрите, примеривайтесь. Открывайте дополнительно, как сателлит, а потом уже в зависимости от того, идет, не идет, взлетает, не взлетает, развивайте. Просто тупо гнаться за трендами ради самих трендов не имеет смысла. Так, что еще? И последнее, самое главное. Социальные сети – это общение. Понимаете? Это именно общение автора и его аудитории. Это не слепая трансляция своего мнения. Есть люди, селебрити, инфлюенсеры, которые уже либо наработали аудиторию, либо которые имеют ее по умолчанию за счет своего статуса звезды, да, которые в этом не нуждаются. Но если ты типа блогер, то ты должен быть вовлечен в диалог с аудиторией, потому что аудитория хочет не только тебя слушать, она хочет тебе задавать вопросы, она хочет обратную связь, она хочет с тобой общаться. Комментарии, присутствие, опросы, вот это все необходимо, чтобы было обмен информационными потоками. Люди хотят видеть отдачу от того, что они тратят свое время на ваш аккаунт, что-то там вам пишут, что-то вам сообщают. Если у вас нет времени им ответить, то хотя бы какие-то общие сообщения, затрагивающие то, о чем они вам писали, нужно делать. И для меня удивительно, что общественная палата не стала до сих пор площадкой общения. У нее нет своей аудитории. Вот это надо исправлять. И не за счет школы блогинга надо менять сам принцип работы общественной палаты. Я вам желаю все-таки помнить, что вы представляете интересы общества,
что вы не собрание свадебных генералов, вам очень нужна обратная связь, обратный диалог. Социальные сети – это всего лишь инструмент. Используйте этот инструмент, общайтесь с аудиторией, реагируйте на резонансные темы, обсуждайте важные события, события, о которых говорят, выносите свои вердикты, давайте оценку событиям. Вас же для этого всех в общественной палате собирали. Вы голос. К сожалению, мы вас не слышим. Спасибо большое за внимание. Можно вопрос, да, Виталию? Виталий, добрый Да, день, конечно. это Анжелика Андреева. У меня такой вопрос. Вы можете пообщаться лично с нашим председателем Бугаевым Николаем Дмитриевичем о деятельности общественной палаты и сделать какую-то свою аналитическую статью? Не знаю насчет статьи, это потребует времени, но пообщаться всегда можем. Там, я не знаю, сесть за чашечкой кофе, за чашечкой чая, пообщаться, своим мнением поделюсь. Я за открытое общество, за диалог. Да, чтобы он выполняет огромную работу, общественная палата, председатель, он новый, там всего лишь год мы работаем, да, и сделана очень большая работа, и чтобы ты это увидел и как бы потом донес до своих подписчиков. Общаться всегда можно. Диалог. Хорошо. Спасибо. 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 Так, вот, Спасибо, коллеги. дорогие участники, большая просьба вот в чате написать этот самый свое имя, фамилию и контактный адрес электронной почты для того, чтобы выписать вам сертификат участника школы блогеров. Ага. Вот, большое спасибо спикерам. Так, и сейчас я завершающее короткое выступление сделаю. Вот. Это сайт Aspar.ru. Ага, вот 84% населения России пользуется сетью. Это данные на июль 2021 года. Вот, и 76% населения заходит в интернет со своего смартфона. И 62% со своего компьютера. Вот, по данным Hootsuite, в России 99 миллионов пользователей социальных сетей, 124 миллиона пользователей интернета. Соответственно, это 68 и 85% населения. То есть проникновение интернета очень большое. Вот здесь вот по данным Hootsuite, почему больше всего уникальных визитов ВКонтакте 104 миллиона. Потом идет YouTube 78 миллионов, потом Одноклассники 42 миллиона и Instagram 28 миллионов. Согласно Медиаскопа, это Facebook 83 миллиона, YouTube 78, WhatsApp 74, ВКонтакте 70, Instagram 59, Одноклассники 40 миллионов, TikTok 38 миллионов. Но здесь вот по данным Наполеон Кат, это за июнь 2021 года, Facebook 64 миллиона посетителей. То есть такая статистика пользователей. Вот быстрее всех набирает аудиторию TikTok. Вот она самая нижняя, и практически она уже догоняет Одноклассники по количеству пользователей. Вот и здесь я хотел несколько вот наших якутских блогеров. Да, это вот, смотрите, в YouTube «Клевая рыбалка», Бродников Вячеслав, вот у него почти 400 тысяч подписчиков и больше 100 миллионов просмотров роликов. Вот этот Олесь Петрович, вот я с ним тоже знаком, вот мы собирались на встрече блогеров, вот у него больше 300 тысяч подписчиков и 96 миллионов просмотров на YouTube. И вот здесь я хотел показать Эркин Питерский якут. Это молодой парень, специально переехал из Санкт-Петербурга в Якутск.
чтобы в своем канале в YouTube публиковать видео о Якутии, потому что он сам заинтересовался Якутией, вот, и думает, что будет интересная тема снимать ролики о Якутии. Вот, но у него пока всего 43 тысячи подписчиков, но 6,5 миллионов просмотров его канала. Вот здесь в ТикТоке у нас ряд очень популярных блогеров. Это вот Алексей, вот у него 500 с лишним тысяч подписчиков. Вот, и он известен тем, что его включили в ролик рекламы ТикТок в России. То есть его лицо, его выступление включили в рекламный ролик ТикТок. Ну и вот в последнее время очень популярный стал Панда Саха, вот из Мегино-Кангаласского улуса, молодой преподаватель, у него, вот видите, 18 миллионов подписчиков. Вот из политиков в ТикТоке очень популярен Федот Тумусов, вот у него 1,5 миллиона, 1 600 000 подписчиков. То есть очень такой известный, сильный блогер ТикТока. Вот в Инстаграм, вот Айсен Сергеевич, он занимает 3-е место по числу подписчиков в республике. У него 173 000 подписчиков. Вот из членов Общественной палаты очень известен Афанасий Алексеев, японец. У него почти 49,5 тысяч подписчиков. Вот, и его публикации набирают иногда до 250 000 просмотров. Вот здесь этот самый Хангаласский улус, Яна Данилова, вот она курирует этот сайт. Вот, и в Хангаласском улусе 15 000 подписчиков. Вот, и последний, вот, о котором я хотел бы сказать, это вот Черкашин Петр Петрович, который участвовал на выборах в Государственную Думу в этом году. Вот у него 25 000 подписчиков, вот он предприниматель, вот, и благодаря своим подписчикам он выиграл праймерис «Единой России» и смог выдвинуться в Государственную Думу. Вот, и он такой вот позитивный пример молодого поколения, которое использует социальные сети и для работы, и для общественной деятельности. Вот, и я хотел бы в завершение проинформировать результаты опроса членов Общественной палаты, которые вот мы провели в нашем WhatsApp-группе. Вот из 66 членов ответило 36 человек, ага, из которых 32 человека имеют аккаунты в социальных сетях. Но будем считать, что остальные 30 членов не смогли заполнить онлайн-опрос. Да? Возможно, они тоже не имеют аккаунтов в социальных сетях. То есть, получается, у нас где-то 32 имеют и 34 не имеют аккаунт. Вот из тех, кто написал ответы, 23 человека имеют аккаунты в Фейсбуке, 31 человек имеет в Инстаграме, в Одноклассниках имеет 7 человек аккаунты, ВКонтакте 10, в Ютубе 10 человек имеют свои каналы, и в ТикТоке 6 человек имеют. То есть на самом деле у нас достаточно большой проникновение социальных сетей вот среди наших членов. Вот, и из 36 человек, которые участвовали в опросе, 35 имеют аккаунт в мессенджере WhatsApp и 25 имеют аккаунт в мессенджере Telegram. То есть получается по числу пользователей Telegram вот мы догоняем
в WhatsApp. Вот, и вот такие данные, да. Вот, ну и в завершение я хотел бы сказать, что вот 4 года назад, когда третий состав начал свою работу, тогда я тоже вот организовывал специальную вот лекцию про социальные сети, про блогинг в интернете. Вот, но с учетом того, что прошло 4 года, видно, что интерес к социальным сетям вырос. Вот, и сейчас уже мы решили открыть специальную школу блогинга, вот, и сделать 6 занятий, и несколько занятий посвятить отдельным социальным сетям. Вот в четверг, послезавтра, мы будем рассказывать о работе социальной сети Instagram. Вот мы туда пригласили тоже и профессиональных блогеров, ну и также членов нашей общественной палаты. Вот, а в следующем месяце мы сделаем по дневникам Екатеру и по YouTube и TikTok. Тоже мы будем приглашать практических блогеров, которые работают в этих социальных сетях, чтобы они поделились своим опытом, как они работают, как они пишут и как их воспринимает их читательская аудитория. Вот, и в завершение я хотел бы вот сказать, да, вот Виталий Обедин очень хорошо сказал, что он считает блогерами тех, кто зарабатывает деньги за счет блогинга. Но здесь есть очень печальная статистика, которая говорит о том, что в интернете зарабатывают всего 2-3% блогеров. Остальные, они как бы выражают себя, рассказывают свои мысли, вот, рассказывают о своей жизни. Вот, и в том числе наши общественники, вот, члены общественной палаты, мы должны рассказывать о своей деятельности, чтобы, вот, читая наши короткие посты и блоги, вот, наше население, наши общественники знали, вот, чем мы занимаемся, что мы делаем и что мы предлагаем, например, той же власти для рассмотрения. Так?